Барлықтарыңызға сәлеметсіздерме? Приветствую вас, дамы и господа. С вами я, Юлия from Казахстан, и мы учимся читать следующую фразу. Бейне баклау жүргізілет. Бейне баклау жүргізілет. Представьте, вы зашли в торговый центр, увидели много-много банкометов, подходите, а там написано «Назар аударыңыз, бейне баклау жүргізілет». Кстати, фразу «Назар аударыңыз» мы с вами прошли в прошлый раз. А сегодня изучаем фразу «Бейне баклау жүргізілет», а означает следующее: ведется видеонаблюдение. Давайте же научимся это читать. Читаем первое слово. И да-да-да, никакой магии, все делим просто тупо по слогам. Бей, бейне. Лишь есть один нюанс в казахском языке: как пишется, так и читается. И ни одна буква не искажается. То есть, если написано буква Е, значит читается буква Е и никаких гвоздей. Вот так. То есть не бейне, не бейни, а именно бейне. Вот такие дела. Да, нужно чуток попрактиковаться, но у вас все обязательно получится. Бейне. Погнали дальше. Слово баклау. Баклау. Бакалау. Бака, бакалау, баклау. Как прочитать букву К с хвостиком? Для начала напомню, что в казахском языке есть обычная, так скажем, русская буква К и казахская версия буква К с хвостиком снизу. Звучит именно вот так. То есть нужно чуток отхаркнуться. Вот такие дела. Ну а дальше мы с вами слышим букву «ы». Ну, точнее, мы ее не слышим практически, ведь она звучит очень-очень коротко, в отличие от русского языка, где она бы звучала как полноценная буква «бакалау» было бы. Но в казахском языке ее практически нет, лишь намек на ее существование. Бака, баклау, баклау. Когда мы читаем слово целиком, мы понимаем, что она практически не слышится. Вот такие дела. Соединяем два слова. Бейне, баклау. Бейне, баклау. Ну и мы добрались до третьего слова. Жүргізіледі. Жүргізіледі. Но услышать вы можете еще и жүргізілет. А это одно и то же. Просто особенности произношения. И так правильно, и эдак правильно. Вот такие дела. Ну давайте разберем это слово по слогам. Первый слог «жюр». И что же мы с вами видим? Мы с вами видим, как будто бы недописанную букву «у». Да-да-да, в казахском языке 3 варианта буквы «у». Ну, так русскоязычным легче запоминать. Обычная буква «у», как в русском алфавите. Затем буква «у» с черточкой снизу, звучит как «о», краткая версия буквы «о». Ну и мягкая версия буквы «о» — это звук «ы». Вот такие дела. Как он образовывается? Произнесите слово «ключ». Уберите вот эти согласные букву «к» и букву «л», и вы услышите, как звучит буква «ю» после согласных. Она будет звучать именно как звук «ы» казахского алфавита. Надеюсь, я не сильно замороченно это сказала. В общем, ключ, убираем «к» и букву «л», остается «ы». Не «ю», а именно «ы». Вот такие дела. Ключ, «ыч», «ыч», «ыч». Ну все, вы научились ее читать. Жюр, дальше. Гз, гз. Видим палочку с точкой. Это мягкий вариант буквы «ы», и читается он тоже очень и очень кратко. Есть «у» и есть «у», «у», «у». Кратко и, кратко и мягко. Вот такие дела. Жүргізі. И дальше идем. Ле. Как пишется, так и читается. И следующий, а точнее даже заключительный слог. До, до, до. Снова палочка с точкой, которая практически не слышится, но делает данный слог мягким. Вот такие дела. Теперь все соединяем в слово.
И у нас получается следующее. Жюргзеледа, жюргзеледа. Или мы можем услышать жюргзелет с буквой Т на конце. Вот такие дела. В общем, и так верно. Читайте, как получается. А теперь соединяем все три слова в одно словосочетание. Бейне баклау жюргзелед. Бейне баклау жюргзелед. Бейне баклау жюргзелед. Ну а я вас поздравляю, дамы и господа, вы научились сегодня читать еще одну фразу на казахском языке. Увидимся!